В 90% случаев наказывается тот игрок, который на площадку выходит раньше времени. Чтобы игры были не только зрелищными, но и честными. Это была теория от Аркадия Акопяна. Арбитр подробно разобрал самые распространенные ошибки, которые допускают как начинающие, так и опытные судьи. Особое внимание уделили взаимодействию судейской бригады и трактовке спорных моментов, которые часто возникают в ходе игры. А теперь практика. Мой партнер из-за площадки вводит, это нарушение. А если я стою вот так, а мой партнер вводит аут, это не нарушение. Теория воплощена в жизнь. Участники отрабатывают судейские жесты, правильное позиционирование на площадке и принятие быстрых решений в игровых ситуациях. Семинар полезен не только для судей, но и для тренеров. Готовясь к новому сезону, они смогли взглянуть на игру с другой стороны, глазами арбитра. Где аут можно разыграть, как угловой, как должен действовать арбитр, в каких моментах можно показать желтую, в каких моментах можно показать красную карточку, где надо строго наказывать. Мини-футбол – динамичная игра, где правила постоянно совершенствуются. Чтобы игра была качественной и справедливой, их нужно не просто знать, а понимать до мелочей. Очень важно, чтобы правила игры в футбол, как и футбол, так и футзал, понимали не только судьи, но еще и понимали те другие участники матча, и тренерский состав, и футболисты. И вот на нашем семинаре вопросы, которые именно связаны с наиболее распространенными игровыми ситуациями в футзале, трактовкой наиболее принципиальных моментов правил игры. Это все разобрали, я надеюсь, это будет полезно. Организаторы отмечают, приглашение арбитра такого уровня – событие долгожданное. И теперь, пройдя интенсивную подготовку, местные судьи и тренеры чувствуют себя готовыми к вызовам предстоящих чемпионатов. Футзал – это для нас новое направление, которое мы развиваем последние годы. И судьи не проходили никаких семинаров, мы учились, получается, здесь уже дома. И мы решили этот вопрос, пригласили перед началом чемпионата, чтобы ребята уже ознакомились с правилами. Теперь судьи и тренеры Ингушетии готовы к чемпионатам во всеоружие. А это значит, что зрителей ждет честная и динамичная борьба на всех площадках республики. Амина Зязикова, Мовладгири Ахильгов, Магаз 24.